Улус кере жорокиеhe кelle миеке биеке. Көрбетоқтын ақтартан болу доғыр бағырдар. Улус чарас сырды кейі ананара болуду кере чағыл тұрыннас кейі доғыр әйеке. Береги улус ирджіппетігер Михаил Ефимович Николаевка. Күнгі бейдойдылақтарым қаңала сұлуғын олықта-оқтыра, өтіктабылар ғалжеттар, бүгін бары бейі бұл кәрез алғымыз туыппыт олыс улақан соғылталар, үйірілер, тоғы детаққа бейге бастағы президент Михаил Ефимович Николаев бүгін ағылың бес сағын томтачы толды. Онын кенені идейді бестеңнек бұл кәрі юбилейінен дірекайын, оғына кенеяқа тойгун дорубияны жолу солгуну әлбәт сетейлері бағырықтайын. Дорогие друзья, сегодня для нас всех очень радостный день, когда мы пришли в этот зал для того, чтобы сказать те слова, которые заслуживает наш дорогой Михаил Ефимович. Конечно же, это величина вселенская, это политик всероссийского и международного уровня. В этой связи я хотел бы отметить, что очень горжусь тем, что 4 года бок о бок работал вместе с ним, начиная с 3 января 1990 года. 2 года в качестве помощника председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва и 2 года в качестве первого руководителя администрации президента Республики Саха-Якутия. И я всегда говорю, что я прошел университет Николаева, после чего мы можем справляться с любой работой качественно, добросовестно и эффективно. Конечно же, в те годы для нас главным было развитие государственности республики в новом качестве. Вот почему 27 сентября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете нашей республики. На самом деле это документ, подтверждающий приверженность нашей республики развиваться в составе обновленной Российской Федерации. И это документ, означающий то, что всю полноту государственной власти республика берет на себя. И, конечно же, декларация стала основой для принятия новой Конституции Республики Саха-Якутия, введенной в действие 27 апреля 1992 года. Особо хочу отметить, что Михаил Ефимович был инициатором подписания федеративного договора, который спас Россию от распада. Этот государствообразующий документ стал основой для принятия новой Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, по которому наша страна живет и развивается. Что же сделал Михаил Ефимович, чтобы мы развивались эффективно, чтобы мы развивались поступательно, и сегодня говорим о том, что Республика Саха-Якутия является ведущим субъектом Российской Федерации. В первую очередь я хотел бы отметить, что 31 марта 1992 года, в день подписания федеративного договора, наша республика в единственном числе подписала соглашение по экономическим вопросам с правительством Российской Федерации. Во-вторых, 25 ноября 1992 года наша республика подписала соглашение с правительством Российской Федерации по разграничению собственности. Также Михаил Ефимович является основателем главной бюджетообразующей компании, акционерной компании «Алроса». Все это стало основой для того, чтобы республика выполняла все социальные обязательства, чтобы республика развивалась и строилась. Сегодня я с большой радостью узнал, что тот период,
когда мы работали, первый указ был посвящен развитию сферы здравоохранения. И я узнал, что решением главы республики Айсена Сергеевича Николаева нашему медицинскому центру присвоено имя Михаила Ефимовича Николаева. Хочу особо подчеркнуть, что он дал нам возможность говорить на родном языке. Он дал нам возможность праздновать ИСЭХ как национальный государственный праздник. Благодаря его деятельности, в том числе его визиту в Париж, штаб-квартиру ЮНЕСКО, Аланхо стала шедевром нематериального культурного наследия человечества. Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил этот год годом культурного наследия народов России. И нам очень приятно сегодня узнать о том, что Осохой признан шедевром нематериального культурного наследия народов России. Давайте поздравим. Как президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада-спорт», который я возглавляю в течение 30 лет, я очень горжусь тем, что мы игры предков привнесли в 21 век, превратили их в очень доступные, востребованные виды спорта. И один из них, масс-рестлинг, стал общемировым. Сегодня в составе Международной федерации масс-рестлинга состоят 52 страны со всех 5 континентов планеты. Мы провели 4 чемпионата мира. И я уверен, что масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта. И в заключение хочу отметить, что Михаил Ефимович очень трепетно относился к формированию кадрового состава. Я хочу отметить, что его дело продолжали команды второго президента Вячеслава Анатольевича Штырова, третьего президента Егора Афанасьевича Борисова и сегодня всенародно избранным главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Также я хочу выразить слова искренней признательности моим землякам, потому что именно Хангаласская земля, начиная с Тегандархана, заканчивая Михаилом Ефимовичем Николаевым, дает лидеров, способных направлять наш народ по пути развития. Улахан Махтабуллан, Михаил Ефимович Николаев Птиган, Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Махтаб!